Почти 400 миллионов рублей из регионального и муниципальных бюджетов выделено для поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. Каким образом можно воспользоваться этими мерами? Обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня вместе с нами Рустам Байтбурин, заместитель директора автономного некоммерческой организации Агентства Башкортостана по предпринимательству. Рустам Венерович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ждем от вас подробностей, что за программа, какие меры поддержки, как ими воспользоваться. В рамках государственной программы Республики Башкортостан по предпринимательству до органов местного самоуправления в соответствии с распоряжением правительства Республики Башкортостан будет доведено финансирование. Муниципалитеты уже объявили конкурсы на предоставление грантов для предпринимателей. Мы условно разделяем субсидии на 4 направления. Это монопрофильные субсидии, где предусмотрены субсидии начинающим предпринимателям, так называемые стартапы, предпринимателям, осуществляющим семейный бизнес, самозанятым гражданам, а также социальным предпринимателям нашего региона. Следующая субсидия – это субсидия на инвестиционные цели. Там мы предусматриваем субсидии для приобретения оборудования предпринимателями, субсидии на возмещение процентных ставок по кредитам, а также субсидии на уплату лизинговых платежей и процентов по уплате лизинга. На каких условиях можно получить эти меры поддержки? Условия таковы. Для получения поддержек нужно в соответствии с 209 федеральным законом относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо быть самозанятым. При этом необходимо, чтобы у предпринимателей и самозанятых отсутствовала задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней. Точка входа, куда могут обращаться как самозанятые, так и предприниматели? С чего нужно начать? Самозанятые предприниматели для подачи документов должны обращаться в органы местного самоуправления, в администрации районов и городов, либо для консультации по мерам поддержки могут обратиться в центр «Мой бизнес», в том числе по телефону многоканальному 224 99 99, где специалисты центра проконсультируют, куда и как лучше обратиться и какие меры поддержки предприниматель может получить. То есть порядок оформления вот у нас такой. Да. Хотела чуть позже спросить, но спрошу сейчас. Мы знаем, что в администрациях, муниципалитетах работают бизнес-шерифы. Могут ли они оказать содействие, проконсультировать по тому, как получить эти меры поддержки? Да, конечно. Это, в принципе, их основная задача. Бизнес-шерифы как раз-таки курируют муниципальные программы поддержки предпринимательства. Они смогут проконсультировать предпринимателей, оказать содействие, рассказать, на какие меры может претендовать тот или иной предприниматель, либо самозанятый, а также может проконсультировать по иным мерам поддержки, реализуемым как на региональном, так и на федеральном уровнях. Скажите, вот как ваша структура оценивает эффективность такого института, как бизнес-шерифы? Институт бизнес-шерифов показал себя работающим инструментом. Предприниматели через бизнес-шерифов узнают о существующих мерах поддержки. Бизнес-шерифы помогают решать вопросы предпринимателей по текущим вопросам в части получения льготных займов, в части получения субсидий, в части решения проблем, связанных с трудностями получения тех или иных документов в государственных органах и так далее. Угу. Ну, а вообще уже начали выдавать вот субсидии, о которых вы говорите, да? Насколько они востребованы, отклик вы видите? Сейчас муниципалитеты начали прием документов на предоставление поддержки предпринимательства. Мы ведем мониторинг на постоянной основе, общаемся с бизнес-шерифами. То есть сегодня заявки поступают достаточно активно. При этом тот объем средств, который предусмотрен на реализацию мероприятий, он сегодня не освоен полностью. Соответственно, предприниматели могут обращаться и получать поддержку. Период действия этой программы? Прием документов будет осуществляться до конца года, до полного освоения выделенных средств. Угу. Давайте проговорим, по каким отраслям самозанятых либо предпринимателей вот касаются это прежде всего. Есть ли ограничения по видам деятельности? Ограничения есть для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии могут получить организации, не осуществляющие деятельность, не осуществляющие агентскую и посредническую деятельность. Ограничения в части деятельности самозанятых отсутствуют. Где можно получить консультацию? Консультацию, как я говорил ранее, можно получить в центрах «Мой бизнес», можно получить у бизнес-шерифов по месту регистрации организации либо самозанятого. Все контакты можно получить посмотреть на сайте Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству на инвестиционном портале, а также обратившись в центр «Мой бизнес» по многоканальному телефону 224 99 99. Соответственно, специалисты центра «Мой бизнес» расскажут, куда нужно обратиться, дадут все контакты и помогут предпринимателям понять, какие меры поддержки они смогут получить, к какой категории предпринимателей они относятся. Еще раз номер проговорите, пожалуйста. 224 99 99. Угу. Анализировали ли вы количество обращений и на какие темы чаще всего получаются, идут приемы заявлений? Да, в первую очередь это стартапы, субсидия востребована, предприниматели могут получить от 100 до 300 тысяч рублей, затраты, они могут покрыть затраты, любые обоснованные затраты, предусмотренные бизнес-планом, то есть, соответственно, эта мера поддержки очень востребована, так как она не имеет определенной цели расходования средств. Угу. А стартапы чаще всего сегодня в Башкортостане по каким направлениям открывают? В первую очередь это, конечно же, сфера торговли. В этом году мы поддерживаем стартапами эту отрасль. А торговля конкретно чем? Розничная торговля. Розничная торговля. Продукты питания, одежда? Все верно. Угу. Какие еще? Давайте еще два направления назовем. Что еще может быть? Сельское хозяйство, нет? Все верно. Сельское хозяйство и производство. Различные производства. Да. Угу. Для экономики какой ожидаемый эффект от мер поддержки, про которые мы говорим? В первую очередь, учитывая ту ситуацию, которая сложилась в связи с пандемией, конечно же, мы рассчитываем на сохранение рабочих мест предпринимателями, на создание новых рабочих мест, в том числе для тех работников, которые были высвобождены из-за пандемии, а также рост количества новых предпринимателей. Можете ли вы дать советы предпринимателям, которые сейчас переживают кто-то сложные времена, да, из-за коронавируса? Что им нужно делать, как перебороть отчаяние? Не стоит отчаиваться, обращайтесь к бизнес-шерифам, обращайтесь в инфраструктуру поддержки, обращайтесь в органы исполнительной власти для получения поддержки, для получения консультаций. Мы со своей стороны постараемся всем помочь, рассказать, на какие меры поддержки может претендовать предприниматель, чтобы выйти из сложившейся ситуации и развиваться. Рустам Венерович, спасибо большое. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был заместитель директора автономной некоммерческой организации Агентства Башкортостана по предпринимательству. И мы обсуждали меры поддержки для самозанятых граждан и бизнеса. И о них подробнее можно узнать в муниципалитетах и у бизнес-шерифов. Оставайтесь на БСТ, не переключайтесь.